Постепенно во всем мире происходит рост популярности жестовых языков. Например, в Америке жестовый язык является третьим по распространенности после английского и испанского. Мы подготовили 10 фактов о жестовом языке. Правильно говорить не язык жестов, а жестовый язык, так как он такой же язык, как русский, английский или любой другой. Жестовый язык – это язык, состоящий из жестов, каждый из которых производится руками в сочетании с мимикой, формой или движением рта и губ, также положением корпуса тела. Жестовый язык не является копией устного языка, показанного жестами. Жестовые языки почти полностью независимы, у них своя грамматика, синтаксис и иной порядок слов. Для каждого национального языка есть свой жестовый язык. Русский жестовый, американский жестовый, польский жестовый и так далее. Так же, как и в устной речи, в жестовом языке существуют диалекты. В стране с единым словесным языком может сформироваться несколько жестовых и наоборот. Жестовый язык изменяется со временем. Жесты меняются их значения. Например, слово «вместе» можно показать 3 разными жестами. Если строго следовать правилам жестового языка, то высказывание должно сопровождаться движением губ. Но слабослышащие и неслышащие люди могут не соблюдать его между собой. Некоторые обезьяны смогли освоить до нескольких сотен жестов реального жестового языка, а особо интеллектуальные изобрели собственные жесты. Голодецкий университет в Вашингтоне, основанный в 1973 году, является единственным в мире высшим учебным заведением, где все учебные программы адаптированы для людей с инвалидностью по слуху. Университет официально является двуязычным. Обучение и общение проходят на американском жестовом языке и английском. Жестовый язык является родным для победителя популярного телевизионного шоу «Америка is Next Top Model» Найла Ди Марко. А еще Найл выиграл в конкурсе «Таланты со звездами» и широко известен как защитник прав людей с инвалидностью по слуху и популяризатор жестового языка.